Приветствую вас, мои дорогие подписчики! В этом видео я съезжу на дачу в гости к отличной хозяйке, прекрасной маме, блогеру Анжеле Власовой. Анжела живет на даче на Намцирском тракте с мамой Валентиной Михайловной и замечательным сыном Димитрием. Они нас очень тепло приняли. Все это вы сейчас увидите. Если вы еще не подписаны, прошу вас подписаться на мой канал. Арбуз — это самая вкусная моя ягода. Это источник счастья, радости, любви, благополучия, гармонии. Это все арбуз. Ульяна, благодарю, такой хороший день, благодарю, что ты приехала, это очень моя любимая ягода, спасибо за гостинцы. И вот я хотела показать, что это приготовила наша любимая фирменная пицца в духовке, очень вкусная, кстати, попробуй. Это просто лепешечка и сыр, можно сказать, лепешка сыра. И вот мой любимый... Вот эта запеканка вообще творожная, просто бомба с медом, со сливками. Это вообще улет. Тоже очень любимое мое блюдо. И салат летний, и лимонад. Это вообще у нас получается тоже сами сделали. Очень просто. 3-литровая банка, вода, туда апельсины, лайм, сахар, все перемешали и пьем. Красота. Да, витамин, очень вкусный, и вкус такой классный, обязательно попробуй. Ну, я знаю, Анжела хорошо готовишь, да? Ага. Мама научила, да? Ой, слушайте, я такой кулинар. Она у меня вообще с 5 лет готовит. А я все время работала, с работы прихожу, стол накрыт. И вот купила ей кулинарную книгу. Подарила? И вот подарила, да. И с тех пор она готовит у меня. А я вообще... Ну и времени не было, а сейчас все на готовеньком. Анжела, любишь готовить же, да? Я очень люблю. Да, у меня очень быстро и вкусно у нее получается. Да, и мы запеканочка вкусненькая с медом. Может туда сливки добавить? Подожди-ка, вот это вот так. Не надо. Да. Это запеканка из чего? Из творога. Да, с творогом. Творожная запеканка. В общем, творог 500 грамм, 2 яйца, сахар 4 ложки столовой, можно с горкой, и потом 2 столовые ложки муки, все это перемешать и запекаем в духовке. И очень вкусно. Подаем еще со сливками. Это якутские сливки вообще бомбезные. Особо любят. Ой, видите, они такие густые. Ой, это вообще, кажется, сметана. Вот сливки так вот делаем, и вот мед, вот этот мед мне очень понравился. Будет. И с медом вот так вот. Ой, это вообще бомба. Скажу историю о даче, да? Ну вот, на самом деле, у меня есть опыт по идее, потому что бабушки и дедушки воспитывалась, да, у меня была бабушка и дедушка, у меня дедушка была на Украине чистый, и он такой взял всю заботу детей сам, бабушка тоже, и мы, внуки, дети, воспитание аристократическое, на все готовенько, накрыли, поели, ушли, да, вот так в основном воспитание такое. Они вообще поливать, там, мыть посуду, что-то еще, такого вообще не было, никаких исполнительных работ и по дому вообще не было. Обязанности. Да, сами по себе вот кто чем занимается друг у друга. Мы купили эту дачу, когда я была беременна, для будущего моего ребенка, чтобы он дышал тут свежим воздухом. Вот. И мы понятия не имели, что такое дача. Я очень такой городской человек, воспитывалась в городе, училась в городе, жила в городе. И когда мы приехали на дачу, мы понятия не имели, что такое огород, что такое дача, что такое водопровод из воды, да. Было даже такое, что мы с ведерками шли в озеро и тащили воду для того, чтобы мыть посуду. Потом добрые соседи сказали, что тут есть водовоз, надо заказывать водовоз, чтобы была вода здесь. Вот такие нюансы, мелочи были. Потом с 2019 года только уже мы стали такие опытные, посадили кабачки, есть уже огород у нас на даче, и мы уже полюбили, что такое дача, природа дикая, усвоили все вот это вот. И нам очень нравится, и мы живем каждое лето, отдыхаем на даче. Валентина Михайловна, что добавите?
Ну, что я могу дать? Ну, и в действительности мы вообще были далеки от, вообще от дачи. И вот последние годы мы вообще в город не хотим. И до глубокой осени находимся здесь, по грибы, по ягоды. Это вообще для нас радость такое. А еще мы научились делать мед домашний. Да. Из шишек, из одуванчиков. И всегда собираем из леса вкусняшки. Это ягоды, грибы. Да. Когда есть дожди. Вот этот мед. Это мед, это покупной. И зато всю зиму свой мед, да, вот. Ага. Ну, иногда покупаем. Мы еще планируем делать свой чай на зиму. Потому что мы в прошлом году собирали чай. Очень вкусный был, черная смородина. Когда варишь, она очень вкусна. И в этом году мы тоже хотим сделать чай из черного смородины, иван-чай, да, чуть-чуть. Еще что хотим? Вот черемуха. Да. Сейчас мы собираемся на купалку, и мы сейчас покажем купалку в Намсырском тракте. У нас есть ручеек. Так, вот сейчас мы идем и сразу попадаем в ручеек. Ручеек называется Мархинка. Вы можете увидеть его на карте. Это вот Намсырский тракт получается. Мы на 5-м километре находимся. И вот сейчас уже идет речка Мархинка. И мы сейчас туда спустимся и будем купаться. Намсырский тракт находится параллельно с Маганским трактом от переправы поселка Мархи реки Лены в сторону Сопок на север. Мы сейчас находимся на пляже Намсыра. Это пляж лагеря Связист. Когда мы первый раз только тут приехали 7 лет тому назад, эта речка Мархинка, она была очень большой, она прям доходила вон оттуда, вот так вот, да, доходила. По идее, в будущем, да, вообще, так хочется, чтобы Намсыр развивался. Здесь есть Билайн, вышка Билайн, интернет летает. И 20 лет тому назад речка была очень широкая и большая. Она прям доходила до трассы Намсыра. Вот. Это основная речка для огородников, для спортивного лагеря. Все пользуются этой водой. Поливка, все происходит, купалка именно с этой речки. За последние годы Намсыр очень увеличился. Здесь очень много жильцов, много домов, новых построек, очень много. И при желании, да, при большом желании можно увеличить эту речку, сделать такой, какая она была. И мы очень, вообще все жители Намсыра, очень с большим желанием в это верим и хотим реализовать наши мечты в будущем. Смотри, маленькие пятки. Миленькие, такие, они присасываются чуть-чуть. И все. Ну, они вообще безвредные. То есть озеро живое, пявки. Если появятся пявки, это значит вода теплая, можно купаться. И мы вообще не боимся на самом деле пьявок, потому что пявки, они на самом деле просто на вид может быть как-то неприятные, а на самом деле они хорошие. Анжела, плавать умеешь же, да? Да. Хорошо, да? Хорошо плаваю, ага.
сетка же есть, я ее от жира, короче, там не фили мою, да, а прям на огне, вот так вот, и она такая чистая-чистая становится. Ой, первый раз, конечно, дальше номера. Күнәй, шашлык, күнәй, шашлык. Хорошо, здесь интернет есть, да? Ага. Ты что, интернет, все есть, природа. Сначала не было 9, да? Не было интернета, да? Не было ни интернета, ни полная самоизоляция. Мгм. Бартолес. Сейчас я еще покажу лес. Очень красиво. Тут есть косуля, можно встретить в лесу. Зайчиков. Так романтично. Всякие разные птицы. Видите, ситка уже чистенькая стала. Ну, черная, но чистая. Анжела, трудно ли быть блогером? На самом деле трудности можно испытать только тогда, когда на что ты обращаешь внимание. Если ты обращаешь внимание на негатив, да, то я скажу, что и обращая на негатив, человек подавляется, и это реально влияет. А если человек осознанно выбирает только позитивное и что-то такое хорошее, позитив всегда радостно, легко, приятно. Вот. А вот кем ты хотела стать в детстве? В детстве я почему-то всегда играла очень богатую женщину в красивых нарядах, которая имеет много недвижимости и всегда заполняла какие-то бланки, документы. Ну, это вообще, когда я была неосознанно маленькая девочка, играла в эту роль. У меня еще очень много было кукол. Не знаю почему, но куклы у меня были разные, любимые и нелюбимые. Ну, потом, конечно, это мы в детстве так хотим, да? А в школе уже меняют, А да. в школе, когда я училась в школе, я и хотела стать и биологом, и полицейским, и поваром, и все такое вообще, и высокие должности тоже занимать. То есть всего хотела я. А вот что-то именно одного у меня такого не было. А какой школьный учитель оказал на вас наибольшее влияние? Моя любимая учительница по английскому языку — это Нина Дмитриевна. Она мне больше запомнилась как с положительной стороны хорошая учительница. И также еще запомнилась вторая моя учительница по русскому языку Маргарита Егоровна, которая очень любила рассаживать детей по статусу родителей. Дети из богатых родителей сидятся отдельно в других партах, семья с неблагополучной семьи сидели в другой партии. То есть такая вот разница была. Благополучная, неблагополучная. Она так разделяла и сидела, рассаживала нас так. А дети дружили как? Дети-то дружили хорошо, но она любила рассаживать именно Сама, да, вот в партах, да. Вот. И отношения было, конечно же, соответственное. Оценки тоже соответственные. Ваш любимый учитель английского языка, да? Как ваш английский? Разговорный, хороший. Разговорный, хороший. Благодаря Нине Дмитриевне, можно сказать, да и вообще любовь к английскому языку, я смогла в своей жизни побывать в Америке, пожить там, побывать в нескольких штатах, посмотреть Ниагарский водопад, жить в самом Нью-Йорке, быть в деревне этого бренда, всего вот этого, я все это ощутила. Настоящий вот этот Макдональдс, да, в Таймс-сквере, это все вот осталось. И торговый центр Мэйсис, где мы постоянно смотрели в фильмах американских. Это здорово побывать в Америке. Единственное, что мне не понравилось в Америке, это, конечно, ихняя свобода. То есть на улице можно посмотреть бабушку, которая одевает мини-юбочку. То есть это для них норма. Если наши бабушки с косынкой сидят с кошечкой, да, в России, то там бабушка в мини-юбочке. И это норма. И то, что там бабушки, грубо говоря, 80 лет, да, с мини-юбочкой, и могут целоваться с другой бабушкой, вот это вот. Это для них норма, да. Если для меня это было дико, то там это норма. То есть вот это вот ЛГБТ у них очень развито, и ничего не говорят. Нельзя даже говорить ничего. Анжела, а по какой программе вот
побывала в Америке? Евскул это вот получается школа международная, она до сих пор действует, работает. И Наталья Егоровна, моя преподавательница, когда я училась в ЕГУ, нам повезло побывать, учиться там. У меня был языковой курс именно по юриспруденции. А потом еще в каких странах была? Я только учиться ездила туда. По России я много где ездила, вообще можно сказать. Россию, Сибирь хорошо знаю, центральную Россию тоже, Москва, Санкт-Петербург, Черноморское побережье, это вообще мое родное место, да? Да, в принципе, я все знаю. А за границей я побывала в Вьетнам и Греция. И скажу такое, что самое интересное, вот я только была в Греции и во Вьетнаме. Там, конечно, море красивое. Но очень красивое море, по мне, это только в Крыму. Побережье крымское, это вообще сказка, мечта, которая останется для меня всегда в красивых красках. А если бы вы выиграли в лотерею, как бы вы поступили с выигрышем? Это очень хороший вопрос, который я тоже представляла себе, что я выиграла лотерею, что я буду делать. На самом деле это очень красиво, но я бы хотела, чтобы деньги, которые приходят в этот мир, приходили от себя. Это твоя вещь собственная, и ты свою вещь вложил, и она удвоилась. В этом плане, я думаю, это очень круто. А то, что ты выиграл в лотерею, или как-то эти деньги к тебе пришли легко, это легкие деньги. И, как правило, я думаю, что легкие деньги – это безвкусные деньги. А мне хочется вкусно. Ну, как использовала бы тогда? Использовала бы их бы. Я бы, как они пришли, так бы и ушли. Красиво на благотворительность. Да, на что-то хорошее развитие. На развитие природы, например. Вот сейчас как раз это было бы очень хорошо для Якутии. Очень вкусный маринад. Из курочки делала сама. Да, маринады, я всякие разные маринады делаю. Вот этот маринад я впервые сделала, потому что тут листья горчицы есть. Попробуем. А так, мой любимый маринад, это вообще очень простой. Есть же вот это маринованные огурцы. Вот просто мясо режу и маринованный вот этот маринад туда ложу, получается, да, и бывает бомбезно, вкусно, прям вообще совершенно такой хороший. А тут уже с паприкой, с приправами и на кефире маринад. Все, и теперь следим. Это куриный шашлык. Примерно сколько готовится, ну, с двух сторон, так? По идее, курицу уже надо долго готовить. Вот и приготовили шашлычки. Кстати, я очень люблю жарить шашлыки. Так на даче сразу жарю. Это куриные шашлыки, они очень мягкие, сочные, обалденные. И соус я сделала сама. Это сметана, кефир и приправа с чесночком. Майонез, то есть мы вообще не употребляем. Не покупаю. Приятного аппетита. Спасибо. Да, давайте кушать, пробовать. Мы находимся на даче, сейчас идем на рыбалку. Это моя дача, я живу в лесу. И мы сейчас выходим. Идемте. Открой, Дмитрий, дверь. Сейчас я тебе подержу, помогу. Выходим. И сразу лес. Вот хороший. Как хорошо, да? Ага. Дальше вообще глубокий лес. Он наоборот. И на рыбалку идем. Сейчас я вам покажу мое любимое место для рыбалки. Так. Анжела, как часто рыбачишь? Когда охотятся рыбки, нам очень нравится именно рыба мунзу. Она, говорят, очень полезная. Ольга, вот рыбачим. А вот так вот выходим, когда сезон лилии. Только лилия. Тут лилия, везде лилия, поле лилии. Ну здесь мало. Потом дальше, когда сезон, тут все растет, но не так прям, вообще как Кагалвача. Идем на рыбалку через поле. Сейчас еще в лес пойдем. В лесу вообще классно, сказка. Это нам сырский иван-чай был. Это не городской, это нам сыр на горе, который растет. Наша тропинка. Мы сейчас через лес дойдем до нашего озера, где мы будем рыбачить. Здесь очень богатый лес. Брусника. Когда сезон грибов, ой, грибов вот столько вообще в море. Нет конца и края, Дивкудук. Очень богатый, вкусный лес с разными вкусняшками. В Намсысском тракте. Это вот. Я тут живу. Пойдем. И мои.
Ой, столько дыма, да, Анжела? Очень много дыма. Вся эта красота не передать из-за дыма. А так тут очень красиво. Насчет пожаров что думаешь? Что насчет пожаров, если бы Путин бы прекратил это финансирование и говорил бы тушение пожара за свой счет, я думаю, пожаров бы не было. Просто сейчас затушение пожаров очень хорошо финансируется. Вот так я думаю. Но это только мои фантазии, мои воображения. Сразу так спустимся. Потом по тропиночке туда пойдем прогуляем. Это вот зонтик китайский. Вообще очень хороший зонтик. Это без удочки. Мы рыбачим, берем кусочек хлеба. Этот зонтик где продается? Ой, андатры. Утята, смотрите, Ой, посмотрите на утят. Снимай. Я буду смотреть, как ты будешь снимать. Но только я буду так. В этом озере мы будем сейчас рыбачить, где утки. Утятка. Мама, вырага не вырага було. Мене вырага потаа було. Анжела, А? такой зонтик где продается? Мы купили на столичном рынке, их там вообще море. Стоит оно где-то рублей 450, 400-500 рублей. Ну, как-то не больше 500. И как давно так рыбачишь? Уже года 2, наверное. 2, да. И Сама научилась? Учиться не надо. Это вообще зонтик, по идее, для раков. Ага. А можно использовать и для наших озер Якутии. А того, как пришла к такой рыбалке? Сама где-то увидела, что так рыбачат? Это в Крыму я видела, как крымчане раков ловят на таком зонтике. Я тоже решила купить себе такой зонтик, и я не раков ловлю, а рыб. Ага. Вот. И сейчас мы его закинем. Вот закинем сюда, в это озеро. Вот тут, кстати, озеро такое, как сказать, глубокое. Николь, не ходи, ага. Да, поэтому я тут сама пойду. И оно очень-очень холодное. Я убирала вот тут комара. Так вот запускаем. Ага. Давай. Туда, Только давай. тишина. Должна быть. Все, и вот так оставляем. И вот скоро придем и вытащим. Через сколько примерно придем? Да, буквально вообще минут даже, ну обычно, как бывает, мы туда пошли, прогулялись, пришли обратно и забрали. Давай, глазки закрой, нос Николь, закрой. глазки закрой, Николь. Сзади, повернись, сейчас. Все, Анжела, и меня тоже. хорошо. Вот, дорогие мои, багульник. Кто знает лечебные свойства багульника? Багульник растет в Намсырском тракте. Цветки, я не знаю, сезон цветков, когда они цветут, но они, видите, расцвели и высохли. Цветки надо собирать и что-то чаи надо варить. Очень полезно. Также можно вот такие веточки взять для дома. Говорят, очищает от злых духов, защищает. И в доме будет всегда благополучие, радость, счастье. Вот такие веточки надо собирать. Они нереально вкусно пахнут, и дом пахнет свежестью. Багульник. Пойдемте. Откуда я знаю, что багульник, он полезный для здоровья, да? У меня в роду есть тетя, она травница, на всю республику еще прославилась, лечебные травы собирает. Любовь Васильевна, кто ее знает, тот ее знает. У нее очень информация, у нее вот очень хорошая. Вот она приучила. А она где живет? Она в городе живет. Сейчас ей, наверное, 70 лет или 80. Вот до сих пор собирает траву полезную. И вместе удалось тоже собирать багульник. Ну, единственное, что она не сказала, для чего это полезно. И я это забыла, то ли не запомнила. Но я помню, что багульник это вот очень хорошее, полезное. Анжела. Надо почитать в интернете еще. Совсем не боишься, да, одна ходить по лесу? Нет. Я, кстати, вот что себя экспериментирую на что-то, это же в полном темноте могу почему-то ходить. Я не знаю почему. Ну, вроде бы страшно, как бы, да, но такого чувства страха именно здесь я не чувствую. Вот. Пойдем.
Валерий. А там, кстати, есть дерево шаман. Да? Да. Пойдем. А, ну посмотрим. Идем вперед. Ой, комары немножко покусали. Это его дерево, которое он нашел. Эй, вот дерево Дмитрия, да? Да. Мы приходим сюда отдыхать, брать энергию, обнимаем. О, смотри, какое большое дерево, Николь. Традиция, вот, каждый год. Фотографировать можно. Смотрите, какое большое дерево, да? Ага, ничего себе, да? Классно! И дерево шаман. Очень удивительное. Вот. Рынгу. Вау! Стебель, он весь даже теть масс. Смотри, мама. Вот, смотри. Вещи не трогай. Ничего не трогай, Николь. Ничего не трогай. Единственное, что вот можем загадать желание Дикуду. Пока с собой ничего нет. Просто вот так вот уважительно просто относимся, он переходит. Так вот мы сейчас, знаете, что сделаем? И вот смотрите, хотела вам показать и рассказать. Вот такие вкусняшки растут здесь, в лесу. Голубика. Боже мой. Скоро сезон голубики, она уже поспела. В принципе, не наступает кустарник. Можно уже собирать и кушать. Варенье, морс, что кого. Зимой кушать. Смотри, паутина. Это сватен. Очень вкусно. Мало времени. Ой, вот тут если бы не дым, было бы очень красиво. Bu burovувати буларда. На красивий панорама блокад. У меня два дня. Bu burovар тембо. 5 лет. Кстати, здесь можно увидеть единственное очень красивое древнее сарги. И видать, что семья якутская после свадьбы оставили после себя сарги. Очень красивая. Сходим, посмотрим. В Намсыре, очень красивом месте, священные сарги. И когда рядом находишься, настроение улучшается, жизнь улучшается, все так хорошо становится. Она реально священная. 97-й год, 92-й год, когда мне было 2 года, построили это сарги. Видите, какой красивый сарги. Здесь мы тоже рыбачим, тут очень много рыбы. И говорят же, когда есть много мелкой рыбы, значит перебор много рыбы. Ага. Поэтому мелкая рыба есть. И нечем питаться, поэтому рыбы много мелкой. Ну-ну. А мы сейчас пойдем в наше озеро. Здесь очень много озер. Теперь таким вот образом вытаскиваем. Ничего не поймаешь.
очень странно, представляете? Рыбу нет. Конец. Она баранка рыбы-то ближайший этот. Это был неудачный улов. Впервые такой. Странно, удивились. Поэтому сейчас пойдем на вторую рыбалку. На минут буквально 10 максимум. Мгм. А может быть, что удак быть? А, удак чабати. Да. Ага. Была она, может быть, соседи рыбачили. Олам халбати барта. Ой. Ну как? Анжела, больше воды было, да? Очень много воды было. Конечно. О, Такого не было вообще. может из-за этого, да? Может быть, Теперь попробуем. Я хочу домой. прошло буквально минут 3. Сейчас на 5-й минуте посмотрим рыбку и уже домой. Дети устали. Да. Что есть, то есть. Если нет, так нет. Ну, что делать? Мгм. Да. Вот столько рыбы. А, это буквально за 5 минут, да? Вот, смотрите, Ничего себе. рыбу. А, это уже за 5 минут всего ж, да? Да. Мгм. Сейчас мы пожарим их. Ага. Ну, поскорей домой надо, уже начинается гром, да? Да, гром. Нам вот аяғыға біліқтәті. Ага, 5 минут егер. Да, 5 минут бұл бұтаты. Да, 5 минут болды болды. Ага. Білем бар тут бөкек көгім, хә? Ага. Самый мой морской уровень был. У меня фотоаппарат сел, и я снимаю на телефон. Вот смотри. Рыбку сейчас вот соль с мукой. И сейчас мы будем по якутским традициям готовить. Мы не будем чистить. Это будет много времени, рыба мелкая. Поэтому, как в древности наши предки готовили, мы целиком их будем жарить. Ну и посмотрим. Они все равно вкусные. Рыба, она сама по себе очень вкусная. И она не только вкусная, пользы этой маленькой рыбы очень много. Не надо оценивать, что она мелкая. Она очень полезна для кожи. И это источник красоты, молодости, энергии. И наши предки благодаря этой рыбе-то во время войны, извините меня, выжили. Хаятын маннык сылыттым уже включу, старт поставлю и в мультиварке пожарим. И вот прям тоже вот так вот. Смотрите, как много рыбы. Были улахан маскабара артыта. Да. Маскабара хыртывыт, он шаман дерево, ди? Ол шаман дерева. Шаман дерева меба. Аттатыгар бар. Он хальбахти вообще корень был. Все это будем жарить, да? Все, уже тагардым сэп, и у меня последняя партия осталась. Вот, жареный мундук. Вот, мы пожарили нашу рыбу мундук. Кушаем так просто, отрываем головку. Вот так вот. И это все вот приходит. И вот так кушаем. Как вкусно. Лучше, чем креветки. Правду говорю, честно говорю. Приятного аппетита. Ульяна Геляхи Карлахан Махтал, Седаин, Эльбех не видел роллов Пумбаровын и хочу с собой дальше сотрудничать. До встречи! Обещаем, что будет очень много хороших видео в будущем. Кесяхадала. Я искренне благодарю Анжелу и ее маму Валентину Михайловну за теплый прием, вкусные угощения, познавательную экскурсию. В будущем еще будут интересные видеоролики с Анжелой. Не забудьте подписаться на канал и напишите комментарии. Всем спасибо, всем добра!